это был бешеный опыт. Сегодня наша команда проявила себя с наилучшей стороны. У всех энергия буквально полыхала. Сначала где-то кто-то повелся, кто-то застеснялся, да, на каких-то ошибках кто-то начинал смущаться, но потом все начали себя вести как, ну не знаю, как гончие собаки, которые почувствовали цель. Просто было приятно смотреть на эти горящие глаза, на эти вообще стремительные движения, да, на это желание продать, на это желание принести денег нашей команде. Вот. И я очень горд тем, что я работал с этими людьми, что я познакомился с этими людьми. Вот. Огромное спасибо Асель за то, что организовала такой потрясающий тренинг, да, который принес такие невероятные вот ощущения, да, ощущение удовольствия, ощущение драйва, который, ну, я не испытывал очень давно. Я делал то, что никогда не делал. Я продавал фрукты, да, и мне это очень понравилось. Особенно мне понравились мои партнеры. Вот, всем респект. Команда лидеры. Мы победим. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Don't wanna try, come and tell me what you waiting for. Давайте, у кого какие идеи есть, мы выслушаем. Потом мы распределимся, да. Talk about my mind, now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music I will ride on the beat. Play my guitar while I'm stomping my feet, yeah. I gotta celebrate life and get excited about good times. Приходить и продавать консалтинговые услуги или что-то по продвижению. То есть я маркетолог, я рекламщица. Мне нужны просто помощники. Да, да, да. Как это предлагает завлекать людей? Я прихожу в крупные какие-то рестораны, какие-то крупные магазины. Мне нужны именно директора, чтобы там были. То есть кто-то один помощник быстро прозвонит, узнает, назначит встречу, я выезжаю. Я договорюсь сама, и то, что нужно будет, мне просто нужно будет 2-3 помощника. Все, выберите помощника. С Шымкента. Что будет? Давайте тур. На Шимбулак сколько времени? Далеко ехать? Знаете, что я предлагаю? Можете в кинотеатр любой пройти, договориться с администратором на 100 или 200 тенге билет купить у них, да, добавить, и вот это как благотворительность там, я не знаю, я стоять, говорю, подешевле создавать. взять те же бокалы, те же ручки и продавать вот так, ходить по медиа, да, и говорить, что эти там деньги сейчас идут на очень благотворительность. Они купят. А какой фильм идет? Популярный. Коллеги, вот я хочу поддержать. Коллеги, Так, тише, тише. Давайте выслушаем. давайте по одному, коллеги. Да? Правило поднятой руки. Я хочу поддержать лидера. Вот хорошая идея была. Может быть, действительно, и вы тоже предложили. Может быть, действительно, сейчас здесь поищем, в другом месте. Группу китайцев находим. Да. И тур. Вы знаете, Тише. Прикрепим к вам еще одного, кто хорошо Алматы знает. И тур такой сделаем. Тоже какая-то прибыль будет, мне кажется, хорошая. Да, если У меня есть машина, я знаю Алматы. Put my money where my mouth is and laid my cards. I'ma go out fighting, leave my scars. Біз қазір достық плазаға барамыз, сонда баннер алып келсеміз, сосын мен отырып дерматокосметолог болып принимать етем. А біздің Александра деген қыз косичка не істейді, bunu көреді. А екі мужчина будут привлекать женщин к нам. Вот такой план примерный. А там посмотрим, да, под группой. Суперплан. У нас очень сильная команда. Қайда бара жатсыздар қазір? Достық плазаға. Разрешение. Потому что в Меге у нас возникли некоторые затруднения, потому что у них администраторы сегодня не работают.
Пишите, вот вы как стресс. GP. Это же только вот у Косты есть разрешение на вот это. Нам нужно столько. Мы все руководители. Потому что это отдельное, потому что человек может не хочет. Все хотят там. Не иди к концам, расскажу ключевые моменты. У меня задача сейчас минимум 1000 клиентов найти до 8 часов. Я это сейчас сделаю. Hallelujah, I ain't dead yet, and I'm still going strong. I don't know about the... Данияр Абдумаминов, город Шымкент. Очень был интересный и плодотворный день сегодня. Было столько трудностей, вы хорошо подготовили, много чего вы не учли. Да, в процессе нашей работы мы много сложностей проходили. Мы поменяли несколько бизнес-центров. У нас получалось поменять не только, например, места, но и это получается зона рынка. Было сложно проходить именно, где мы адаптировались и потом перешли в другой рынок. Там было сложнее. Но вообще я очень много полезного получил, много эмоций. Очень интересно. Я благодарю всех спикеров, которые нам преподали хорошие уроки. Благодарю Асель Садыкову. Очень было приятно, очень было комфортно вообще в этом климате оказаться. Я очень благодарю, что вы придумали, то есть внедрили в Казахстан этот проект. Очень много дало мне как бизнесмену. И слава Богу, что я посетил и много чего узнал нового. Вот этот 4-дневный проект, он очень такой плодотворный, очень интересный, много чего интересного. Спасибо большое организаторам этого проекта. Спасибо всем нашим делегатам, которые активно участвовали. Спасибо огромное всем. Всего доброго. Создался. Плюс вы оплатите вашего времени. Ребята, 1000 тенге. But we all gotta take the leap and let it be. Yeah, let it be. Let it be. Пока жұмысымызды бастадық, қазіргі тапқан ақшамыз 3000 теңге. Кешке дейін 300 000 теңге табамыз деп ойлаймын. It's all been said and done. Oh, I'm done and said. Менің атым Гүлназия. Мен Асель Садыкованың бизнес-мастерство классына келіп, осы жерден көп тәжірибе алдым. Әсіресе бүгінгі болған тәжірибе біздің қолымызға ақша беріп, сол ақшаны көбейту мақсатында, себебі біздің жаңағы іскерлік қасиеттерімізді тексеру деп ойлаймын. Өзімізге өзіміз сену ма, әлде өзіміздің мүмкіндігімізді қандай дәрежеде шектеусіз екенін байқау үшін біз бүгін сондай ойын ойнауға бардық. Ойынның мақсаты шарты бойынша қолымыздағы қаржыны бірнеше есе ретінде көбейту, немесе оны тиімді сапалы түрде пайдалана білу. Ең бірінші барған жеріміз мега сауда орталығы болды, бірақ ол да әртүрлі администраторлардың әсеріне байланысты бізді онда кіргізбеді. Неше түрлі жаңағы іс-әрекетке басып, ана кісімен сөйлестік, мына кісімен сөйлестік, бірақ сонда да сәтсіздікпен. Сонда да біз мойымай Достық плазаға барып, бірнеше операциялар жүргіздік. Мен өзімнің қызметімді саттым. Бізде жаңағы сату бөлімі өте қатты жұмыс жасады. Әртүрлі заттар ойлап таптық, алып сату шаралары сияқты. Күн өте такой жаңағыдай қауырт, науқан сияқты ретінде өтті. Енді көптеген қателіктерімізде болды. Артынан енді анализ жасаймыз ғой, кім не істеді, қалай істеді деген сияқты. Көп затты ұқты, қандай жерде әлсіз жеріміз бар екенін, әлсіз звено деп айтады. Сондай жерімізді де білдік. Өзімнің мінезімде неше түрлі өзім білмеген таланттарымды аштым, или өзімнің әлсіз жерімді байқадым.
стресс қабілеттілігімді, төзімділігімді жаңағы сынап көрдім өзімді. Рахмет айтам Асел Садыковаға, себебі жақсы мүмкіндіктер берді, өзімді шаршағанымды жеңе білу, командада жұмыс жасау деген сияқты, әр адамның өзінің таңдауын менікімен келіспесе де соның таңдауын құрметтеу деген сияқты. В общем, бәріңізге рахмет айтқым келеді. Сіз қандай компаниядансыз? Сіз қандай өзіңіздің қызметтік? Мен ТО Bonanza Cosmetics-тің генеральный директорының орынбасары болып жұмыс жасаймын. Just let it be. Hey, where's the drums? Ooh, girl, you're shining like a Fifth Avenue diamond, and they don't make you like they used to. You're never going out of style. Ooh, pretty baby. В общем, накупили фруктов и завернули вот в такие вот красивые обертки с тарелочками. И получается маленький пакет по 1000 и большой пакет по 2000. So classic, baby, you're so classic. 1,000 roses, anything for you to notice. All the way to serenade you, doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind. Меня зовут Айдар. Я в команде лидер. Вот. Что я могу сказать об этих курсах и о сегодняшнем дне? Это очень удивительные, интересные курсы. Столько нового мы почерпнули. Вот, научились очень быстро реагировать на ситуацию, менять не получающиеся какие-то планы, меняли, пробовали. И в итоге своего какого-то результата мы добились. Вот. Я думаю, что я очень много почерпнул с вот этих вот курсов. И думаю, что это очень поможет мне в дальнейшем в моей жизни и в моей работе. Спасибо. So classic, baby, you're so classic. I'm out of my mind, thinking I was wrong in the wrong time. It's love on rewind. Everything was so throwback-ish. I kinda like it how you're out of my league. Old school chic, like a movie star from the silver screen. You're one of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. So classic. Здравствуйте, меня зовут Александра, я из города Бишкек. Хотела бы поблагодарить организаторов этого тренинга. Получила очень много нового, которое я буду принимать дальше на своей работе. Спасибо, Асель, вам.
очень познавательный тренинг. Особенно наш третий день, когда это была практика. Получили столько эмоций, получили столько опыта, поузнавали столько людей, побывали в таких разных ситуациях. Но самое главное в этом тренинге — это то, что мы, все страны, Кыргызстан, Казахстан, познакомились, и мы, даже бишкекчане, между собой тоже уже строим какую-то работу. Спасибо вам. Надеюсь, что вы будете устраивать такие тренинги почаще. I used to wanna be living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tall. Ломать голову, чем же можно заняться, чтобы заработать деньги. Ломала, перебирала все свои мысли, все свои идеи. В общем, решила делать то, что я умею лучше всего и от чего я получаю удовольствие. Мы закупили ткань, ножницы, иголки. И в торговом центре я проводила мастер-класс. I used to run around, I didn't want to settle down, but now I wake each day looking for a way that I can see your face. I've got your photograph, but baby I need more than that. I need to know you. День вообще прошел такой насыщенный, день был полон эмоциями. Наша группа в первую очередь избрала командира, капитана команды, название лидер. Falling, can't even talk, still stuttering. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah. Cause all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah. Is somebody to you. Yeah, you. She's got the look, but I don't know how I feel about it. You got the drugs, but I don't know how I feel. Да, ребят, сейчас WhatsApp создает. Как вас зовут? Джамиля. Джамиля, вы будете ответственны за чат, окей? Все, WhatsApp будет на вас. Вот WhatsApp. Все, ребят, теперь нам нужно определиться. Ребята, одно время уходит назад. Не, нормально. Каждый подходит, записывается да. там. Не, нужно. Ребят, поехали, быстро. И так поехали. Да, ну стой, да, быстро, одним словом. Давайте я, Людмила, исполнитель. Да, поехали. Ильяс, исполнитель. Исполнитель, отлично. Ага. Давай, переговоры любые. Ага, отлично. Девушка, простите. Ирина, переговоры. Вадим. Капельность, Джамиля. Ага, отлично. Все, Дамир, я с юга, шустрый, быстрый. Отлично, отлично. Ребят, да, вот дело в том, что тебе хорошо, кто умеет хорошо продавать. Вот, потому что это самое главное. Самое главное переговоры и продажи. Кто умеет быстро сейчас. Нужно теперь нам... Надо отметить сразу, ага, да? Отлично, да. Стоп, давай созвонимся. WhatsApp, кто именно? У нас команда номер 1, и мы First Business. То есть мы лучшие. И решить быстро. Вот получается 4 машины найдем, да? 3 машины.
она будет полностью заниматься все, что по отчетности, документ и сами деньги. Хорошо? Слышали? Давайте сначала хочу всех успокоить, давайте успокоимся, без суеты. Да. Когда кто-то излагает свою мысль, не нужно перебивать. Хорошо? Если кто-то что-то хочет сказать, нужно спросить разрешение. Теперь дальше я излагаю свою мысль, я уже говорил. Вот, моя мысль такова. В этой программе, как бы, в инвестициях, с вырученных денег 50% мы должны вложить в благотворительность. Tell me if you're gonna take your time. I know you wanna go all night. Tell me that we're gonna be alright for now. Добрый вечер. Хочу немножко поделиться сегодняшним впечатлением. С командой количеством 17 человек нам было задано в формате задача. Так, на сегодня у нас был план, давалось 100 тысяч инвестиций, и нам надо было как-то приумножить их, открыв свой, сделав свой материал, мы должны были приумножить эти инвестиции. Tell me if you're gonna take your time. I know you wanna go all night. Tell me that we're gonna be alright for now. Нашей команде пришла идея сыграть на эмоции людей. Учитывая то, что скоро будет праздник, 14 февраля, День всех влюбленных, и мужчины не очень любят готовиться к этому празднику, мы решили произвести, скажем так, и продавать поздравительные открытки. Так что, ребят, здесь круто, присоединяйтесь к нам. Если сегодня или когда-то нас в будущем увидите, не проходите мимо, помогайте детям и людям, и нам тоже зарабатывать деньги. Да, помогайте детям, в первую очередь. Да. Но мы их преподносим через мечту, да? Да. Фломастеры берем, да? Подождите, можно секунду еще раз? Вот, Джамиля, смотрите, я здесь сел, разбил всех на команду. Смотрите, команда номер 1, команда номер 2. Это две группы, которые будут работать непосредственно с футболками, с открытками и с купонами. В первой команде Чинара, Джамиля и Нара, во второй команде Ирина, Наталья, Людмила и Нистана. Третья команда, которая занимается билетами, да, уже сейчас определимся, вы вдвоем справитесь, да? Можно было одну местную добавить, чтобы, да, связь и более ориентировка была. Ну ладно, я могу перейти. У нас же где этот? Айбек где? Я вот Айбека спешу. Где Айбек? Мы Куаныч, где Атай. Дальше мы вот этот глобальный вопрос постараемся сейчас решить, более крупные вопросы. Вадим, я тебя добавляю, если ты не против, девчонкам в первую команду, окей? Можно еще сказать? При покупке, да. Ладно, поехали, сейчас я адрес. Хотя бы сняли там. Чтобы они сами им сказать, чтобы на телефон снимали, да? А какой там адрес? Узнай, если недалеко, я с оператором съездию сам. Нет, пусть хотя бы на телефоне покажут, у них уже есть камера. Мне надо заснять. Обязательно это снимать? Нет, надо это. Футболки, открытки пополам, хорошо? Две команды, да? Я это и делаю сейчас. Да. Нет. Ребят, а что там с этим? Джамиля, а там между делом вы можете там предложить. Another manic Monday, praying for the week to go by. While Jim is at the golf course, smoking on a Cuban delight. Now money, we all got to make it, yeah. But right now I could use a vacation. Сегодня был, наверное, самый тяжелый день в моей жизни, когда я пыталась заработать деньги, не зная как. Я нашла
Ну, моя стратегия была такова, то что я должна была максимально выгодно что-то найти и продать. Я начала думать и нашла способ взять футболки под реализацию и их продавать. А остаток мы можем сдать в любой момент. Вот. Наша команда была сплоченная. Конечно, все были нервные, мы бегали как сумасшедшие по Достук Плазе, по Меге. Потом мы пытались продать открытки в цветочные магазины, где нас отшивали, и мы поняли суть. То, что делать деньги нелегко, когда ты только начинаешь что-то делать. Вот, вспомнили начало всего того, что мы делали за свою жизнь, бизнес, то, что нам деньги доставались очень легко, оказывается, когда мы сидели на кресле и считали просто деньги, доходы, расходы и так далее. Вот. Ну, всем командам я желаю удачи. Подроспись, кто сколько взял, потому что мы должны учет вести, сколько взяли. Вот отсюда со стола отчитывайте. Так, кто взял, ставьте, пожалуйста. Делаем скидку под вечер, когда время будет заканчиваться, уже там по 200, по 100 будем, да. Раз, два, три. Да, конечно, мне логотип мы разместили, типографию, они нам скидку еще сделали и подарили 10 открыток еще. Где вы печатались? Вот типография. А Макатаева, вот здесь Макатаева. Зачем там почитать целый час? Зачем? Что вы? вот это за несколько часов, потом еще должны... Да, целый час для подсчета это нереально. У нас бухгалтер есть, все подбито. Ребят, смотрите, сейчас объясню. Кто знает, короче, у меня фитнес-центр, вот, мы полностью это все там по копейкам отдаем, чтобы всю выручку, которую... Только наша команда будет рассказывать. Да, всю выручку мы, то есть, отдаем там в кассу. Вот, то есть это от нас такая помощь. То есть раздавать это... Смотрите, листовок пока сейчас на данный момент мало, вы просто можете объяснять и говорить, что сейчас, если вы приобретаете прям сегодня, сразу объясню, это 24 тренировки будет по йоге, точнее 20 тренировок, ну ладно здесь, да, по йоге, фитнесу, зумбе, сальсе, бачате, всем, да, плюс 4 мастер-класса по контроль питания, мы будем контролировать все, что кушает человек в течение всего месяца. Будет мастер-класс по правильному, красивому мейкапу, стиль и одежда. То есть, получается, одна такая продажа, это 25 тысяч в этот, как его, банк, и потом мы это на благотворительность все отдаем, да? То есть компании ничего не надо с этого. Следующее, это у нас еще танцы, то есть я скидывал в чате, то есть, например, танцы, то есть стоимость у нас в 5-звездочном отеле стоит 25 тысяч. Но для клиентов мы сейчас, то есть, ну, для именно сегодня, мы делаем за танцы за 10 тысяч, а йогу за 12 тысяч. Да, тоже там полностью сразу 50%, то есть одна продажа, то есть это, грубо говоря, там 6 тысяч сразу, ну, в общее дело, то есть, например. Там тоже 5 тысяч сразу в общее дело. Вот вам визитки. Вам не жалко, вы можете дать. Ребят, вы лучше езжайте на месте, вот будете в такси ехать и уже поговорить. Давай, мы все не помещаемся. Ну я да, ну просто ты его возьми к себе и вместе ему объяснишь. I cannot seem to open my eyes. While Susie's at the dance bar, getting ready for Jimmy tonight. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я являюсь главным представителем теплицостроительной компании ООО «Бриз», которая находится в городе Киев. Сам я из города Шымкент, но на данный момент я проживаю в России, в городе Томск. Вот. Приехал на этот бизнес-форум, чтобы узнать ну, что-то новое, открытие в сфере бизнеса. Вот, так как у меня есть планы на будущее открывать именно свой бизнес. Вот. Так, на сегодня у нас был план, давалось 100 тысяч инвестиций, и нам надо было как-то приумножить их, открыв свой, ну, сделав свой материал, мы должны были приумножить эти инвестиции. Так, через 12 часов вот, мы получили чистыми 169 тысяч тенге. Общий, заключили 2 договора с другими странами. Так вот, но какие плюсы, минусы?
я могу только сказать плюсы. Это был хороший форум, много что нового узнал, много знакомств важных. Вот, и хотел бы выразить глубокую признательность Асель Садыковой за то, что она делает, за тех людей, которых она зовет, чтобы они рассказывали, делились с нами, как они достигли своего бизнеса. И хотел бы... Поехали на Арбат тогда. Поехали. Давайте поедем туда, где больше людей и где люди бабкасты, у кого есть деньги. Едем туда, где есть спрос. Мы продали всего 20 футболок, 17 по 5 тысяч, 3 футболки за 2000 тенге. Ура! Также мы еще продали 2 билета на превью «Разбуди себе гиганта» и тем самым заработали в нашу копилку 33 тысячи тенге. To make it, yeah. But every day should be a vacation. I wish it was Sunday, Sunday, Monday. A Monday to Monday, Sunday, Monday. I wish it was Sunday, Sunday, Monday. Yeah, Monday to Monday, Sunday, Monday. Я увидела себя со стороны, какой я как я продаю, как преподношу услуги, продукты. Увидела себя в командной работе и поняла, что у меня очень много минусов. Спасибо GBF. Здравствуйте. Мы с Бизнес Форекса. Мы для благотворительности собирали деньги, продаем открытки, сделали своими руками открытки и футболки. Сегодня мы до 9 часов должны деньги собрать и отправить. В общем, вы не могли бы чем-нибудь помочь? Открытка 200 тенге стоит. Я понимаю, я не могу, я здесь продавец. 200 тенге, вы можете... Это копейки, может копейки у вас в кармане там останутся. Спасибо. 50 тенге может быть. Капец. Капец. Капец, это что такое? Вас на камеру снимают? Да, хотя бы за 100 купите, пожалуйста, для своей любимой девушки. 200, за 200, да. 200. Для своей любимой девушки. 100 или 200? 200, 200. Не, видите, холод, Это я продаю, да. Спасибо большое. Вас зато покажут? Да, на камере. Да. Она, оказывается, за 200 продавала, а я сбила ее счет. Тут труба, да, капец сейчас будет. Мажорка, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Можно с вашим администратором поговорить, если можно? Пойдем, ты хорошо болтаешь.
Здравствуйте. Добрый вечер. Мы с Бизнес Форекс с разных стран приехали. Нам сегодня дали задание, чтобы мы сделали из своих рук все что угодно, мы продаем их, деньги отдаем на благотворительность. Если можете, купите у нас открытки, у нас есть сигареты электронные, есть футболки. Нет, по ресторану пройти нельзя. Ну тогда вы или ваши сотрудники, может, хотя бы на День Святого Валентина купят, не знаю, по 200 на благотворительность. Ну, деньги все равно на благотворительность. По 200, не знаю. Позови сюда, пожалуйста, ребят. Да, купите. Знакомая вот Лилия, официантка. У нас хорошие Есть одна Лилия, вторая Лилия. да, футболки, и на День Святого Валентина можете вы тоже купить. 500 тенге. Купи своей девушке открытку на День Святого Валентина. Часть денег идет на благотворительность. Мы снимаем все на камеру. Мы с Бизнес Форекс. Мы, в общем, приехали с разных стран, чтобы... Да. Сколько стоит? От 200 начинается, и сколько не жалко? Да, сколько не жалко. Нет, я не буду покупать. Откуда мне менеджеры деньги? Они на официанты. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Вот здесь тоже мажоров много собирается. Ну тут вообще, походу. Но они такие деловые, короче. Надо, знаешь, подходить к парню, который с девушкой сидит. Да. Стыдно это? Да. Не купить открытку. Ну он скажет, что ты сразу палил. Вот сюда, что ли, зайдем? Я хотел центральную открытку. Мы приехали с разных стран, мы создали открытки, футболки. Мы сейчас продаем их для благотворительности. Делали тренинг, да, но мне понравилось и купила сюда. Мы с бизнес-форума, все официально. Блин, мелочь вот эта, мне не обидно. Сколько у вас? Неудобно. Давайте. Сколько у вас там? Давайте. Если нам благотворительность. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Не-не-не, дальше. Ладно. Мы сделали открытки и футболки, продаем. Часть денег уйдет на благотворительность. 500 тенге. 200 давайте. 100. Давайте 200. Ну вот мы все. Давайте 100. Смотрите, какие у нас открытки классные. У нас 2 разных вида открыток. Могу предложить 2 вида и оказывается одна только. А? Правда, больше 100 не хочу тратить. Давайте 150. 100? Братан, ни тебе, ни мне 150. Дайте, пожалуйста, 150. Ну, пожалуйста. Стольниками, а 200 не хочу давать. Ладно, возьмите. Разменять стольник? Вот, спасибо. Любви вам, спасибо большое. Счастья вам, спасибо. Вот этот торгач у нас был. Извините, пожалуйста, можно минуточку внимания вашего? А? Можно? Вот мы продаем визитки, футболки на День Святого Валентина или просто футболки. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность. А если можете, купите, пожалуйста, у нас открытку для своей любимой девушки на День Святого Валентина. Или футболочку. Не, купите. Футболка вот такая. Я твой герой. Стоит 1000 тенге. Если вы купите, вы будете героем вашей девушки. Хорошие футболки. Есть электронная сигарета. Да, есть электронная Вот сигарета. визуальное подтверждение будет. Футболку купите, качество хорошее. Открытку дай. Открытку, да? Да. Возьмите, пожалуйста. Сколько? 500 тенге. Спасибо вам огромное, любви, счастья вам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Или больше, да? Дайте больше. 20 себестоимость даже вообще не стоит. Дайте 200. 200 дайте. Я сказал только мелочь. Спасибо большое. Счастья вам, любви. До свидания. Спасибо большое. Насколько положено по договору? Ну, некоторые по 1000, действительно, по 1000 Да. купили, некоторые 500. Даже Валаки, ставки не действительно. Где?
Валим, круто. Все зависит от того, где мы продаем. Ну, допустим, Миги, либо в Достух Пэлас. От континента зависит. Вот. Ну, спасибо. Да, давайте поехали дальше. Не. Мы бизнес-форума, мы продаем открытки, футболки, электронные сигареты, если вам надо. Часть денег идет на благотворительность. Купите, пожалуйста, для своей любимой открытку или футболку. Солнце, что это, ребенок? Для ребенка тогда купите. Ну, сколько вам не жалко? Действительно. Давайте. Давайте. Сколько, не жалко, в смысле? Цена у вас нет? Нет, вообще 500 тенге мы продаем. Уже. А 200 Да, можно, да? 200. 500 у меня нет, 200 есть мелочи. Давай. 200. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. That I could leave this star-crossed world behind, but when they cut me open, I guess I changed my mind. And you know I might have just flown too far from the floor this time, 'cause they're calling me by my name, and they're zipping white light beams, disregarding bombs and satellites. And that was a turning point. That was one lonely night. The storm maker says it ain't Магазины, где нас отшивали и не поняли суть. То, что делать деньги, нелегко. It's all in your mind. But now I'm back at home and I'm looking forward to this life I live. You know it's gonna haunt me. So hesitation to this life I give. You think you might cross over. You're caught between the devil and the deep blue sea. You better look it over before you make that leap. And you know I'm fine, but I hear those voices at night. Sometimes they justify my claim, and the public don't dwell on my transmission, 'cause it wasn't televised, but it was a turning point. Мы закончили, допоздна работали, продали, что сколько смогли, под снегом. В общем, все было, думаю, хорошо. Вот сейчас мы заключаем, сейчас будем почет вести, я не знаю, кто выиграет, но идем с Богом. Выйти в город и по максимуму размножить их по возможности. Несмотря на трудности, не зная города, мы пытались включить все свои максимальные возможности, выложили все свои идеи, направили стратегии, нужное русло, разделились на команды, и каждая команда получила свои нужные задачи и начали работать по полной программе. Spaceman says everybody look down. It's all in your mind. My global position systems are vocally addressed. Моя стратегия была такова, то, что я должна была максимально выгодно что-то найти и продать. Я начала думать и нашла способ взять футболки под реализацию и их продавать. They say the Nile used to run from east to west. They say the Nile used to run from east to west. I'm fine, but I hear those voices at night. Ну, что еще можно сказать о форуме? Форум просто супер. The storm maker says it ain't so bad. Такси 3600. Ну, это на все такси, короче, там жетон они потеряли, 1000 тенге. Короче, да. Футболки 16500.
Это 33 штуки. Что за футболки были? Ребят, можно футболки? Все эти деньги, которые мы были, тоже это пошли туда. Вот. Потом с ними мы решили, думали, что же все-таки нам сделать, какой продукт. И мы решили вот такие в честь благотворительности и всего такого благого, мы решили приобрести такие футболки в благотворительном фонде и его начинать уже продавать. Smoke in the sky and fire in the air. Desire burns between them. One big push is gonna get you there. Takes a stronger eye to see them. And when you see it in front of you, in a silhouette up ahead, and you see where you're going to. Наши бизнесмены, они очень, они сами не знают того, что они ресурсоемкие, но они больше ресурсоемкие, чем даже иностранные, хотя они сами этого не знают до сих пор. И потом, когда они попадают в эту ситуацию, вот в эту, когда нужно сделать, и тогда у них просто взрывается потенциал, и они видят, вау, я могу то, я могу все, они начинают переговоры проводить, продажи делать, поэтому будет интересно увидеть результаты. Break up day till the sun goes down. You work the time between them. A far off land to your own hometown. You've been all around to see them. And when it's standing in front of you, then you take it and you pull it in, and you see where you're going to. Команды Platinum. Я хочу немного рассказать о игре. Я взяла ответственность на себя продавать билеты. То есть была задача заработать деньги. Я продавала билеты по тренингам. В общем, мы взяли билеты в долг и, как бы накрутив сверху, мы продали и заработали деньги. Ну, на билетах. Я взяла в долг 4900. То есть я им за 2 билета буду оплачивать 4900. То есть я продам один билет, а второй билет я заработаю. Вместе поедем, чтобы заключать сделки, когда нас больше, нам легче было. Поэтому две машины Да, да. Поехали, что? В одно место, что ли? Да, да. Выход отсюда. Пойдемте. Нет, через просто машина. Да. Администратора попросили, сейчас хотим поговорить. Вкладывает столько таких вот интересных моментов, которые мы, вот, можно сказать, изучаем, интересуемся, договариваться, найти выход из положения, как правильно вообще составить договора, заработать деньги. И для меня это очень интересно. Сейчас мы быстро вот этот вопрос отключить и закрыть. И еще туда можно обогревать. Да? Интересно. Короче, в 5 часов быстрее.
соответственно, встретились с руководителями, значит, с управляющими этими компаниями, значит, предложили, значит, какие у них есть недостатки, что им вообще требуется. И поэтому мы пришли к той сделке, что им в данный момент требуется мука в сумме 50 тонн. Идея была такая, мы нашли покупателей с Кыргызстана на покупку радиаторов. И здесь компания, которая продает радиаторы. Но, к большому сожалению, сегодня суббота, бухгалтерия, к сожалению, не работает. Заключим миллионный контракт и выиграем из 4 команд, которые мы поделились, и станем лидерами сегодня. На сегодняшний день моя обязанность заключается в том, что я веду всю запись по расходам, расчетам, услугам, предложениям и тем, чем мы занимаемся. Плюс еще сейчас, значит, активно мы работали в чате. Сейчас мы собираемся уже на обсуждение, кое-какое обсуждение пора уже проводить. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA. Здравствуйте, уважаемые родители. Пользуясь моментом, хочу поздравить вас всех с этим праздником студента. Хочу пожелать вам успехов, колоссального будущего и чтобы все у вас было в жизни хорошо. И хочу сказать, вот мы представляем Global Business Forum, и сегодня мы хотели бы раздать, вернее, вот как бы продать немного от 80 тенге до 200 тенге чупа-чупсы, вот такие леденцы для ваших детишек. Это пойдет на благотворительный центр для детей. Это в качестве помощи. Пожалуйста, не останьтесь на стороне. Просьба. Спасибо. Даже пошли в мол, выступили, там была организация, на мероприятие было, нас представили на весь мол, мы продавали леденцы, и, естественно, все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Вот, ну, очень здорово поработали, интересная компания была, мне очень понравилось, все было зажигательно. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Oh, I swear to you. Было очень весело, именно в плане, когда мы еще ездили туда-сюда по городу, как мы друг друга поддерживали, как кто-то самый воодушевленный, кто был в начале, во время стресса, превращался вообще в самого унылого, но мы его мотивировали, говорили, у тебя все получится, все шикарно. Кто-то говорил, ой, у нас вообще все ужасно, у нас нет миссии. Мы тоже объясняли, нет, у нас есть миссия, у нас все прекрасно. Please believe that when I leave, there's nothing up my sleeve but love. Мне бы в целом хотелось поблагодарить организаторов данного семинара за довольно насыщенную и интересную программу. Действительно, некоторые вещи я уже слышал где-то в другом месте, но те знания и интересные спикеры, которые были приглашены, действительно позволили посмотреть другим взглядом на многие вещи. И заработали сверху 406 700. Это почти что больше, чем 1 к 1. Сколько не жалко.
Менің атым Жанбота, мен Астана қаласынан келдім бүгінгі форумға. Біз кондитерлік менде кондитерлік цехым бар, жұмыс етеміз. Мен бүгінгі проектіде не жасау жайлы ойладым да, өзімнің не жасай алатыным. Мен бүгінгі проекті үшін өзімнің не жасай алатынымды ойланып, және бұл жерде өзімнің жасаған круассан жасауды шештім. Бірақ та оны қай жерде жасап, қалай сату керек екені тоже проблема болды. Ол үшін мен жаңағы қағанат ойбай, маған вообще проблема. Айта беріңіз, абыржымаңыз. Қағанат асханасының иесі Салтанат Шынарға хабарластым. Ол кісіге өзімнің предложением жасадым. Бұл жерде жаңағы ол кісілерге мастер-класс жүргізетінімді, және ол мастер-класстың бағасына мен ол жерде круассан жасап алатынымды айттым. Ол кісі рұқсатын берді. Бірақ та менде мұнда қандай проблема болды дегенде, мен алдымен ол кісілерге хабарласу маған қиын болды. Салтанаттың телефоны бар еді, ол телефонға 2 сағат звондап көтеріп алмадым. Сондықтан мен қанағаттың өзінің столовыйына баруға тура келді. Столовыйнан барып, ол жерде мен Шынардың телефонын тауып алдым. Шынарға тура звондадым. Ол кісіні солай өзімнің ұсынысымды айттым. Ол кісі қолдады. Біраз уақытым кетті. Ол кісілерді күттім. Қалай ары қарай круассан жасау үшін біраз уақытым кетті. Сосын цехтарына барып, сол круассанды жасап алдым. Енді соны сатудамыз қазір. Не жақсы, не жаман жайлы? Бұл жерден жақсылығы, мен жаңағы өзім тоже негізі ондай ой планда болмады. Тек менде планым негізі ақша жасау керек. Жаңағы круассан жасай алатыным, круассанды тезірек жасауым керек деген оймен солай бардым. Ол жерде барғанда мен өзімнің бизнесіме керекті көп нәрселерді тоже көрдім. Ол цехтан мысалы алатын нәрселерді, олардың қалай жұмыстарын ұйымдастырып жатқанын, жұмысшылардың қалай жұмыс жасайтынын, соның барлығын көрдім. Маған өте ол мен үшін күтпеген жаңалық болды, күтпеген. Называется «Джинс». Когда мы едины, мы непобедимы. Вау! Девиз уже! Джинс, когда мы едины, мы непобедимы! Можно? Да. Смотрите, у нас есть операторы, тут собрались предприниматели, бизнесмены, руководители, ведущие люди. Мы можем пиарить какую-то компанию. Я об этом что говорил. Да, мы поедем, там, я не знаю, выберем самые крупные магазины, кафе, рестораны и будем просто приезжать с нашими операторами и будем предлагать свои услуги. Также у нас будет дизайнер, также у нас будет через СММ, интернет. Можно? Как вас зовут? Чупанай. Да, я точно то же самое сейчас объяснял ребятам, да. Да. Ребят, там ситуация в чем? Проект, он как бы освещаться будет. Эти последние 10 минут я уже продала 2 билета. Вот поступают уже звонки. Сейчас узнаем. Алло. Зарабатывать деньги? Но ситуация в том, что на данный торговый центр у нас нет разрешения, и решили не терять времени по пути наименьшего сопротивления поехать в тот торговый центр, где уже есть разрешение. По заданию Business Global Forum приехали сюда, в Мегу, для того, чтобы принести доход. Идея возникла у нас такая, что сегодня суббота, в первую очередь, что нужно людям? В основном спокойствие, хорошее времяпрепровождение. Заметили, что в Меге очень много семей, которые приходят с детьми. Вот, и детям
пока родители, допустим, перекусывают, детям нечем заниматься. Поэтому решили их порадовать. Сейчас будем одеваться, будет весело, будет круто. Спасибо. Надеемся на успех. Привет, Олега! Меня зовут Алла Антонова, Алмата, издательский дом у нас свой. Мы нашли клиента, который согласился за $300 на то, что мы ему разработаем его бренд, раскрутим его рекламную кампанию, и, ну, как у него ресторан свой. Наши ребята поехали к нему в ресторан и пытаются договориться, пытаются помочь ему раскрутить его ресторан. Пока результатов нету, но ждем, надеемся, держим за них кулачки и так далее. 15. Поиграть, мячик, предоставить вам шарик. Деньги пойдут на благотворительность. Сколько вам не жалко, столько дадите. Без разницы. Мы 15 минут можно поиграем с вашим ребенком? Сейчас его папа придет. Хорошо, ладно. Что-то мы делаем не так, я не могу понять, что. Как-то люди как будто бы мы им мешаем, что ли. Лотерейку. Правильно? Ну, я считал, у меня первый раз 28 получилось, второй раз 29. 30 точно? Ну вот, мы приехали на обед. Мы практически собираемся здесь 70% команды. Пообедать, обсудить план наших дальнейших действий. Выручка на данный момент превышает 100 тысяч. Можно мы планируем поднять выручку, ну, задача минимум до миллиона. Привет, меня зовут Сания Бажнеева, я из города Астана. Сейчас наша команда GNS работает над продвижением услуги, это создание бренда за час. И параллельно мы продаем билеты на превью и на бизнес-тренинги. Лично я провела уже много звонков холодных, сделала по поводу продаж. Но сейчас, честно говоря, процесс как бы туговато идет, но мы еще работаем. Сейчас уже есть потенциальные клиенты, кто заинтересовался услугой бренд за час, поэтому я сейчас буду прорабатывать это, вести переговоры. В целом работа команды идет, я думаю, очень хорошо. Атмосфера хоть и чуть-чуть такая, ну, я не скажу, что напряженная, то есть мы немного волнуемся, но это все, нет негатива, в общем, между нами, это радует очень. Все позитивно настроены, я думаю, что мы добьемся результатов. Вот. А что я вынесла? То есть я у каждого чему-то учусь, смотрю, как люди работают, и это огромный опыт для меня. Вот. Или вы собираете деньги? Пока мне денег не было еще. Вы же на кассе. Вы собираете. Но. Так, можно быстро, да? Где-то в районе 10 часов я продала сразу 4 билета, я позвонила своим друзьям, убедила их прийти на это. И в течение, получается, 6 часов после 4 продаж я продала еще 10 билетов на спикера, на Академию спикера. Получается, в общей сложности 14 билетов я продала. Из них 4 я продала на «Разбуди себе гиганта» и 1 платиновый. Тоже моя подруга здесь, она работает, бизнесмен, бизнес-леди. Вот она купила этот билет. Никуда я не выезжала с тех пор. Сейчас хочу выехать, проветриться, отдохнуть. Но я считаю, что если вот так вот поделить на нашу группу, то я какую-то свою долю внесла. Поздравляем нас. Поздравляем. Молодцы, большие. Круто.
вот они заработали. Сегодня в составе группы мы получили задание заработать деньги. Конечно, мы начали более мелкого, и таким образом мы потеряли 2 часа. Спустя 2 часа с момента старта для поиска денежных средств и реализации идеи мы пришли к тому, что нужно что-то другое, нужны альтернативные методы, и нужно как-то заработать оптом или какой-то пуш. В результате члены нашей группы обзвонили, мы в том числе начали привлекать близких друзей. Встретившись с ними, мы начали выяснять, то есть предлагать разные виды услуг, которые были бы полезны для их бизнеса. В результате сегодня мы сделали очень удачную сделку, съездили на сложные переговоры, трудно было убедить клиента, и в результате мы получили небольшую доплату за бизнес. Сумма, я думаю, очень такая внушительная, и она поможет нашей команде в конкурировании на первое место. Управляющий, он открывал там крупный проект в Азербайджане. Да, ну это не совсем. Ну, как вы думаете, примерно, какое место вам точно? Ну, мы надеемся на первое. Надеемся? Уже не уверены, уже нет, надеетесь, да? Нет, ну как бы мы хотим, мы сделаем это. Мы постараемся, мы сделаем все, чтобы занять первое место. Ну а там все в руках Всевышнего. С компанией ты 8 тысяч им отдать за них, не озвучиваешь, что в принципе Здравствуйте, меня зовут Чолпанай Ниязбекова. Я приехала с Бишкека. Я руководитель магазина «Подиум», являюсь также стилистом и имиджмейкером. Вот. Сейчас за этот период времени, у нас уже час дня, за этот период времени я провела сложный переговор, можно сказать. Сейчас в стадии ожидаем ответа. Наши специалисты поехали в точку назначения. Я провела сложный переговор. Сейчас ждем ответ от нашего... Нет, подождите, как назвать? От кого мы ждем? Клиента, да? Ну да. Потребитель, клиент. Потребитель, клиент. Я провела сложный переговор. Сейчас ждем... Да. Мы провели сложный переговор. Сейчас ждем ответ от нашего клиента. Наши специалисты поехали. Вроде бы это... Вы же деньги все. Не, ну... Вы там на месте? Пока вторая готовится, они уже первую продали. Они в каком-то цеху, да, вот там они делают. Я? Да. Ну, самое главное, я тоже рад, что наш курс вам помогает. Еще вид, да, у вас билет? Мы вас поздравляем. Вы молодцы. Вместе мы сила. Пока. У нас реально нет меди. Время есть. Они нам тоже продавали. Меня зовут Алибек Налиев, я предприниматель. Город от Алматы. Ну, собственно, день прошел супер, в таком неком драйве. Я как один из спикеров мероприятия, меня сегодня попросили именно поработать с одной из команд. Я работаю с командой GNS. Так скажем, больше моя функция такая курирующая, я не знаю, консультирующая, да, то есть я где-то делаю, помогаю команде с маркетинговым планом, так как я являюсь специалистом в этой области. Вот. Ну, собственно, день прошел действительно классно, команда сделала какой-то определенный результат. На данный момент это там что-то порядка 150 или 115 тысяч тенге, что-то в этом роде. Ну, больше 100 тысяч это однозначно, потому что одна сделка была крупная и уже делают какие-то мелкие проекты. Ну, действительно, что мне понравилось больше всего, это то, что у людей есть настрой. Видно, что здесь действительно собрались хорошие предприниматели, которые настроены на победу. Это люди, которые заряжены именно духом вот этого соперничества, духом победителя, да, то есть это те люди, которые действительно хотят что-то такое, не проиграть, сделать какой-то определенный проект.
Это очень сильно радует, и я как раз-таки ощутил это на себе сегодня, ощутил, то есть вот эта энергетика, она на самом деле очень сильно передается. За это очень большое спасибо. Сегодняшний день осталось у нас немного времени, там 3-4 часа. Я думаю, что сейчас там назревает какой-то еще один проект с круассанами, то есть договорились с местом, где можно, то есть есть человек, который может печь круассаны, делает круассаны, и мы сейчас будем искать точку сбыта. Вот тоже такая интересная достаточно задача, поэтому вот сейчас как раз идет обсуждение активное на эту тему, а до этого была проведена группой людей тоже из нашей команды сделка, то есть это был, по-моему, если не ошибаюсь, маркетинговый консалтинг с рестораном, да, то есть там вышли через каких-то знакомых и так далее, и там вот была крупная сделка на самом деле. Это очень круто. Я очень рад, что сегодня мне удалось выйти тоже из зоны комфорта, хотя я, принимаю, говорю, участие в качестве, может быть, даже куратора, не полную силу, но, тем не менее, я ощутил вот этот драйв, позитив и выход из зоны комфорта. Всем советую подобные мероприятия посещать. Это действительно заставляет зашоренность какую-то определенную убрать и начинать думать масштабно, заставлять шевелить свои мозги, наконец-таки не сидеть на диване дома, смотреть телек и делать какие-то бесполезные действия или вообще ничего не делать. Поэтому делайте, еще раз делайте. Я чувствую, нет, там скидка можно больше, 90%, как устроить. Выручка так приблизилась, скажем. Я хотела бы немного поделиться сегодняшними впечатлениями и подвести итоги. В общем, я думаю, что мы справились со своей задачей на 70%, но мне очень понравилась атмосфера в команде, общий настрой, и я думаю, что для нас большим достижением является то, что у всех есть удовлетворение в команде. Было очень много идей, было много разных векторов зарабатывания денег. Конечно, не все сработали, но, как говорится, it was a good try. Вот. Поэтому, что можно сказать, это был новый опыт. Я лично для себя попробовала что-то новое, чего еще доселе не делала. Хотелось бы также отметить нашего лидера, то есть я считаю, что грамотно руководил Ерлан, потому что в нужный момент он давал людям самим принимать решения, что очень важно. Он учитывал наше мнение, он советовался, то есть не было авторитарного, тоталитарного режима. Вот, поэтому я хочу поблагодарить свою команду и пожелать всем успехов. Раз, два, три. Когда мы